Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня собрались в этом зале для того, чтобы провести наше собрание. Руководство Гагаузской народной партии, руководители первичных организаций и всех подразделений Гагаузской народной партии. Есть предложение нашу работу начать. Согласимся? Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум. Предлагаю персонально. Дудов Николай Харламович, председатель Гагаузской народной партии. Кыльчик Иван Федорович, первый заместитель председателя Гагаузской народной партии. Руссу Валентин, председатель молодежной организации Гагаузской народной партии села Копчак. Балов Олег, руководитель организации Гагаузской народной партии город Чатарлунга. Братан Андрей, председатель Бухалецкой первичной организации Гагаузской народной партии. Керзин Николай Петрович, председатель Гагаузской общины город Кишинев. Парачинский Гозун Данил, председатель Кишиневской первичной организации Гагаузской народной партии. Сергей Касап, заместитель председателя первичной организации Гагаузской народной партии Приднестровского региона. Мутковлы Иван Иванович, председатель штаба Гагаузской народной партии. Икизли Иван, заместитель председателя Гагаузской народной партии. Камбур Николай, руководитель молодежной организации Чок-Майдан. Чебанов Николай, председатель молодежной организации Гагаузской народной партии. И ваш покорный слуга Тельпес Николай Петрович, генеральный секретарь. Предлагается вам следующая повестка дня. О программе Гагаузской народной партии. И второй вопрос об отношении Гагаузской народной партии к предстоящим выборам в парламент Республики Молдова, которые состоятся 27 сентября этого года. Согласимся? Спасибо. Слово по первому вопросу предоставляется Мутковлу Ивану Ивановичу. Руководителя штаба Гагаузской народной партии. Включите там микрофон. Здравствуйте. Прошу прощения. Мне поручено сегодня представить программу Гагаузской народной партии. Гагаузия – это не просто территория, это народ с правом на достойную жизнь. Мы добились автономии, чтобы жить на родной земле, говорить на своем языке, развивать свою идентичность, идти своим путем. Пришло время наполнить это право реальным смыслом. Смыслом, где человек в центре повестки дня, культура в наших сердцах и экономика в наших руках. Человек – это смысл автономии. Человек у нас не статистика и не электорат, не галочка в отчете, он цель. Он главная, он причина, почему существует автономия. Каждое решение, каждая программа, каждый проект ради нашего народа, чтобы он не уезжал, а возвращался, чтобы жил не выживанием, а счастливо, и чтобы знал, автономия – это забота о нем, забота о регионе. Автономия – это когда человеку спокойно, уверенно и не страшно за завтрашний день. Гагаузскость – душа автономии. Мы малый, но самодостаточный народ. И если исчезнет язык, затухнут песни, угаснут традиции, то не будет и народа, не будет и автономии. Самодостаточность – это наша сила. Земля дает хлеб, виноград. Мы умеем с ними обращаться. Традиционные продукты, не только вкус детства, но и экспортный бренд. Туризм, ремесла, фермерство – это не прошлое, а бизнес будущего. Гагаузские села и города – это не бедность, а мастерская и энергия. Молодежь не груз, а движок вперед. Если дать ей шанс и ответственную роль, то
Гагаузия будет процветать. Экономика – опора на свое производство. Укрепление автономии и власти народа. Гагаузская народная партия создана не сверху, а снизу, по воле людей. Мы инструмент защиты и развития автономии, которая должна иметь собственный, надежный, устойчивый путь. Наша миссия – укрепить Гагаузию как жизнеспособный автономный регион со своей культурой, экономикой, языком, политическим голосом. Мы партия народа, для которого Гагаузия не просто точка на карте, а укорененное чувство принадлежности и ответственности. Автономия не лозунг, а действие, не просьба, а право, не символ, а система. Мы намерены провести всесторонний анализ состояния автономии, чтобы определить, какие полномочия были утрачены за 3 десятилетия и кто несет за это политическую и юридическую ответственность. Только зная истину, можно восстановить справедливость, добиваться возврата всех закрепленных законом 1994 года в особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии прав и полномочий, включая в области бюджета, образования, языка, политических связей и внутреннего законодательства. Обеспечить представительство Гагаузии в парламенте и правительстве Республики Молдова, как это предусмотрено в правовом автономии на участие, в правах автономии на участие в жизни государства. Разработать и принять законы о гарантиях автономии, о разграничении полномочий, чтобы статус автономии не зависел от политической конъюнктуры и не нарушался 7-минутными решениями центральных властей. Оспорить и обсудить ранее принятые решения, которые ущемляли или игнорировали интересы региона с целью их пересмотра или отмены. Уважение к автономии должно быть не на словах, а в юридических актах. Обеспечить право Гагаузии на законодательную инициативу, чтобы Народное собрание могло вносить законопроекты и участвовать в законодательной жизни страны наравне с другими субъектами. Найти эффективный формат взаимодействия с центральными властями. С одной стороны, твердость в защите автономных прав, с другой – готовность к конструктивному диалогу. Провести реформы Народного собрания Гагаузии. Оптимизировать численность состава, ценз оседлости для кандидатов. Обязательная публичная отчетность депутатов, регулярные народные слушания, внедрение электорального голосования и онлайн-доступа к заседаниям. Создать юридическую экспертную группу из опытных специалистов Гагаузии и дружественных регионов, которые будут сопровождать реформы, анализировать риски и помогать в отстаивании интересов автономии на национальном уровне. Экономический рост и самостоятельность. Гагаузия может и должна стать экономически самостоятельной. У нас есть земля, трудолюбие, талант и стремление к независимости. Задача партии – превратить эти ресурсы в устойчивое развитие, рабочие места и достойную жизнь. Создать собственные экономические зоны с особым правовым режимом и льготным налогообложением. Привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, новые рабочие места. Открытие представительств в торговых миссиях за рубежом для продвижения продукции региона. Аграрный потенциал Гагаузии не реализован. Пора перейти от сырья к готовому продукту, от зависимости к экспорту. Что будет сделано в этом плане? Создание гагаузского агрохолдинга, модернизация 3 элеваторов в Камрате, Чадырлунге, Вулканеште, внедрение программы «Свой бренд», выход гагаузской продукции на международные рынки, субсидии на сельхозтехнику, 50% стоимости техники фермерам с опытом более 5 лет. Учреждение Гагаузского агропромышленного союза, введение системы госзаказа на продукцию и организация экспорта напрямую в Турцию, Россию, страны ЕС и СНГ. Дополнительные меры. Программа поддержки семейных хозяйств, ремесленников, малого бизнеса, микрокредиты и фонд поддержки сельхозпредпринимательства, региональный бренд
сделано в Гагаузии. Привлечение инвестиций от диаспоры и международных фондов. Маркетинговая и логистическая поддержка для местных брендов. Развитие кооперативов и обеспечение сбыта и техникой. Кооператив – это союз независимых, равноправных производителей. Это означает, что вместе мы сильнее. Направление развития. Аграрные кооперативы в каждом селе от фермы до рынка. Ремесленные кооперативы. Пчеловодческие центры, сертификация, переработка и экспорт меда. Агротуризм и экотуризм. Виноделие, маршруты всевозможные и гостевые дома. Социальные кооперативы, столовые, детские и дневные центры. Финансовая, юридическая и грантовая поддержка для всех кооперативов. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы повысить доходы сельских семей, развивать экспорт, вернуть экономику в села, сформировать внутренний рынок и укрепить самодостаточность. Энергетическая независимость. Основные шаги программы «Солнечное Гагаузия», панели на всех госучреждениях до конца 2027 года. Субсидии на домашние, солнечные и ветряные установки. Поддержка проектов в сфере альтернативной энергетики. Индустриализация. Что будет сделано? Индустриальный парк в Камрате с налоговыми льготами и участками под строительство. Программа поддержки инновационных стартапов, финансирование, офисы, наставничество, партнерство с российскими, турецкими и европейскими технологическими компаниями. Это будет реализовано привлечением инвесторов и созданием фонда развития инноваций, наведением контактов с известными научными центрами. Развитие инфраструктуры. Будут введены такие проекты в области ремонта и модернизации трасс, сельских дорог и мостов, обновление водопроводов, канализации, систем водоснабжения, водоотведения, строительство и реконструкция школ, детсадов, больниц и клубов. Механизмы реализации этого, финансирование из бюджета Гагаузии и за счет внешних инвестиций, создание инфраструктурных фондов, прозрачные тендеры, и контроль качества. Социальные гарантии. Все, что мы делаем ради жизни с достоинством, заботой и уверенностью в завтрашнем дне. Социальная политика – это не расходы, а инвестиции в каждого населяющего гагаузскую автономию. Программа «Солидарность по-гагаузски» – это создание единого фонда социальной поддержки, централизованной системы помощи тем, кто особенно в этом нуждается. Поддержка уязвимых категорий населения в кризисе и приоритетной адресной помощи. Социальные карты автономии, реальная быстрая помощь из реального бюджета. Дневные центры для пожилых. Медицинская помощь, общение, горячее питание и сопровождение. Программа «Работа в Гагаузии», поддержка молодых специалистов жильем, подъемными средствами, наставничеством. Программа «Человек человеку друг», развитие волонтерства, взаимопомощи и общей поддержки. Поддержка молодых семей, помощь при рождении ребенка, доступное жилье, детские площадки, инфраструктура. Доплаты к пенсиям. Это для пенсионеров и работающих пенсионеров. Доплата к пенсии плюс 30% пенсии для граждан со стажем работы в Гагаузии более 20 лет. Достойный труд, достойная оплата. Минимальная зарплата 10 тысяч лей, начиная с 2026 года. Индексация. Ежегодный пересчет пенсий и зарплат с учетом инфляции. Программа здоровья. Медицина без очередей и отписок. Модернизация здравоохранения. Ремонт и оснащение всех больниц и поликлиник. Открытие 5 диагностических центров с современным оборудованием. Подготовка кадров. Целевые стипендии для студентов-медиков с обязательством работы в регионе. Программа возвращения врачей, доплаты за жилье и за статус.
Качественная медицина в каждый уголок Гагаузии. Медицинская мобильная служба для малых сел, передвижные диагностические пункты, центры профилактики и реабилитации. Международная поддержка, приглашение зарубежных специалистов, медицинские спецрейсы в Турцию и Россию для оказания сложных операций. Фонд кассы взаимопомощи, сбор средств на лечение онкобольных, помощь при тяжелых диагнозах. Поддержка людей с инвалидностью, программа доступность среды, пандусы, лифты, специальный транспорт, курсы переобучения и трудоустройства, индивидуальные ассистенты как форма поддержки в быту, центры дневного пребывания для детей и взрослых с инвалидностью, защита детей и подростков, психологическая помощь в школах и центрах, программа «Безопасное детство», борьба с насилием, буллингом, нищетой, поддержка приемных и опекунских семей, бесплатный школьный обед каждому ребенку, доступная ипотека для молодых и многодетных семей, поддержка сельского домостроения, строительство социального жилья в селах и городах, поддержка пожилых на дому, социальные ассистенты по месту жительства, домашняя медпомощь и доставка лекарств, подключение бесплатной тревожной кнопки «Быстрая реакция при опасности». Специальные программы против бедности, региональный прожиточный минимум и контроль за центрами на базовые продукты, ценами на базовые продукты. Социальная корзина, бесплатный или льготный набор продуктов и товаров первой необходимости. Юридическая помощь бесплатна для малоимущих и пострадавших от несправедливости. Развитие психосоциальной поддержки, центры психологической поддержки для семей, молодежи, ветеранов. Телефон доверия, помощь людям в кризисе, в различных ситуациях развода, потери, работы, утраты и так далее. Поддержка женщин. Программа профилактики женского здоровья, центры помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержка женского предпринимательства. Раздел образования, язык, культура, спорт, духовность. Гагаузский язык с детства и с достоинством. Во всех детских школах живое, веселое, красивое гагаузское слово. Курсы для взрослых и онлайн-школы. Издательский центр. Собственное издательство для книг, газет, учебников, поэзии, буклетов и фотоальбомов. Гагаузская классика. Внедрение и снова в домах. Гагаузский букварь в каждой семье. Образование на родной земле. Лицей нового поколения. Открытие Гагаузского лицея с углубленным изучением гагаузского государственного и иностранных языков по выбору. Программа «Учись на родине, работай на родине». Стипендия, контракты, гарантированные рабочие места для выпускников. Гагаузская школа искусств, живопись, музыка, театр, кино, хореография и так далее. Поддержка талантливой молодежи курсами, стажировкой, национальными и международными конкурсами. Кино и медиа. Создание киностудии «Гагаузфильм». Школа и кино-медиа. Курсы специалистов, режиссеров, операторов, монтажеров. Поддержка молодежных медиаплатформ. Спорт, дух нации в движении. Бесплатные секции в каждом селе. Футбол, борьба, волейбол, танцы и другие. Открытие уличных спортивных площадок, велодорожек, молодежных залов. Проведение турниров, спортивных лагерей, международных матчей. Духовность, то, что держит нацию единой. Поддержка церквей, духовных центров, воскресных школ. Совместные программы с церковью, семья, нравственность, милосердие. Духовная культура не в стороне, а в сердце политики. Мы хотим, чтобы человек, приехав в любую школу, дом культуры или храм Гагаузии, чувствовал себя здесь, что он живет вместе с народом,
что он душа вместе с душой народа. Здесь звучит свой язык, здесь берегут свое, и здесь гордятся собой. Молодежь – это Гагаузия завтра. Благодарю. Стипендия для студентов, обучающихся в приоритетных направлениях, гарантированные рабочие места после учебы, поддержка молодых специалистов жильем, подъемными средствами, наставничеством, молодежное предпринимательство, конкурс «Гагаузская идея», стартовый капитал и сопровождение лучших молодежных проектов, микрокредиты и гранты, молодежные бизнес-инкубаторы и кооперативы, программа «Ты талант», выдержка, поддержка творческой молодежи, конкурсы и многое другое. Молодежь, лидер, молодежный парламент при Народном собрании, участие в принятии решений через голосование, советы, инициативы, школа лидеров и волонтеров, молодежные лагеря и обмены, летние и зимние лагеря с уклоном на язык, культуру, лидерство, международные образовательные обмены с Турцией, Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, странами СНГ, Гагаузия как центр молодежного туризма, внешние связи, нейтралитет и безопасность, инициировать меморандум о нейтралитете, законодательное закрепление нейтрального статуса Республики Молдова и запрет на размещение иностранных военных баз, мирное сосуществование без вражды с Россией, Украиной, Европейским Союзом и другими странами. Гагаузия – территория мира и гуманитарных миссий. Поддержка прекращения военных действий и дипломатического регулирования конфликтов. Развитие приграничного сотрудничества. Создание народной дружины. Структура для обеспечения общественного порядка и безопасности на местах. Поддержка диаспоры. Сила гагаузского народа в единстве по всему миру. Объединение гагаузской диаспоры под брендом Гагаузь-Дунья, Гагаузский мир. Онлайн-платформа для диалога, помощи, инвестиций, культурных и образовательных проектов. Всевозможные различные программы, которые еще будут разрабатываться. Международные связи и автономии. Представительство Гагаузии в международных форумах, участие в творческих фестивалях, экономических советах и так далее. Экономические соглашения с регионами, странами-партнерами, Турция, Россия, Болгария, Греция и так далее. Ежегодные публичные отчеты о выполнении программы Гагаузской народной партии, проведение народных референдумов по ключевым вопросам, развитие автономии и полная прозрачность бюджета расходования средств. Благодарю за внимание. Спасибо, Иван Иванович. Есть предложение утвердить программу нашей партии. Согласимся? Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Перед тем, как перейти ко второму вопросу, я хочу, давайте договоримся, установим регламент работы. Николай Харламович, председатель Гагаузской народной партии, представим 20 минут, а остальным выступающим до 5 минут. Согласимся? Да. Пожалуйста, Николай Харламович. Добрый день, уважаемые друзья! Большое спасибо, что вы приехали. Сегодня у нас второе собрание руководителей первичных организаций Гагаузской народной партии и всего нашего актива. Конечно, двери у нас открыты, и любой человек тоже может прийти и послушать, о чем мы сегодня будем говорить. Первым вопросом была утверждена программа Гагаузской народной партии. Я вам скажу, что над этой программой мы работали более, наверняка, 6 месяцев. Поэтому мы хотели, чтобы полностью зачитать программу, чтобы услышали. Хотя мы продублировали, она есть у нас
на сайте, есть у меня странички, она есть в Телеграме, она есть в других порталах, для того, чтобы все наши жители могли ознакомиться. Программа принята на 4 года. Сейчас идут парламентские выборы, но затем будут выборы в Народное собрание парламента Гагаузии, возможно и башкирские выборы, ну а через некоторое время настанут и местные выборы. Поэтому эту программу, которой мы работали 6 месяцев, работали все жители Гагаузии, наверняка многие из вас сегодня услышали некоторые пункты, которые вы нам предлагали. Потому что это народная программа, где работало все наше население. И она сегодня готова. И я очень рад, что мы приняли программу, и мы полноценно сегодня можем работать. Дорогие друзья, мы встречались с вами наверняка месяц назад, встречались рядышком в зале лицея имени Гайдарджи. В принципе, мы подумали, что тесновато уже в том зале, давайте мы проведем в большом зале, где есть наши кондиционеры, для того, чтобы вам было удобнее. И я вижу, что действительно мы правильное решение приняли, что проводим в большом зале, что есть у нас кое-какие удобства. Мы сегодня будем говорить о тех проблемах, которые у нас есть, о тех вещах, которые нам удалось сделать. Мы сегодня будем говорить, кого в дальнейшем поддержать, потому что вы наверняка в курсе, что мы столкнулись с проблемой, которую не смогли преодолеть. Давайте по очереди. В прошлый раз, встречаясь, я скажу, что весь зал, практически вся команда проголосовала для того, чтобы Гагаузская народная партия пошла на выборы самостоятельно, не входя ни в одни блоки. И скажу, что это решение было правильным, но я скажу, что она испугала республику. Если первоначально у нас не было проблем с регистрацией, хотя тоже с 3-го раза, то в дальнейшем за нами очень внимательно начали наблюдать. Я скажу, что те вещи, которые мы делали, мы провели несколько молодежных слетов. Мы собирали первичные организации. Мы выезжали в населенные пункты и создали 34 первичных организаций. Кстати, сегодня 25 первичных организаций представителей в нашем зале. Спасибо, Ваше Сиятельство. 34 первичные организации. Мы, выбрали представителей нашей партии, которые есть в России, в Европе и в Турции. Потому что в чужой стране нельзя открывать первичную организацию, но можно назначить представителя, которые работают. И скажу, что дело сдвинулось и очень сильно. За короткое время почти 4000 человек вступили уже в Гагаузскую партию. Фактически мы объявили о том, что мы готовы преодолеть эти 5%, которые нужно преодолеть для того, чтобы попасть в парламент. Мы обратились всей нации, всем жителям Гагаузии, всем людям, которые родились в Гагаузии, которые проживают в Приднестровье, Кишиневе, в других районах Республики Молдова, тем людям, которые живут за пределами нашей страны. И честно скажу вам, что мне даже самому как-то стало интересно, я даже не знал, что такая богатая география, где наши земляки живут. Звонили с Европы, звонили с Азии, звонили с Южной Америки, Северной Америки, звонили с Австралии. То есть во всех континентах есть гагаузы. И они все восприняли как один, что создание Гагаузской народной партии – это будущее для нашего народа. И очень многие, с России, например, которые работают в Сибири, на севере, где, в принципе, не открывается участки для выборов, что вы наверняка в курсе, что в России откроется только 2 участка, и то в Москве. И очень многие наши земляки мне звонили, что они отпуска возьмут в конце сентября, для того, чтобы приехать к родным, и для того, чтобы проголосовать за нашу молодую, как говорится, партию. Я скажу, что популярность нашей партии очень сильно начала расти. При том, что в нашем регионе, я скажу, очень тяжело работать. Почему тяжело? Потому что те мощные партии, которые здесь 30 лет собирали урожай, то собирали все наши голоса, практически из-за них мы потеряли все наши полномочия, не сдаются, они не хотят отпускать Гагаузию. Они не хотят, чтобы мы работали дальше и решали свои вопросы самостоятельно. И скажу, что та партия, которая сегодня, по нашему мнению, которая сделала все возможное, чтобы мы не попали в партии, я уже открыто заявил, что партия власти ПАС от нашей команды не получит ни одного голоса.
Открыв партию, идя дальше, начав собирать своих сторонников, ну, вот много модно говорят, у Шора есть своя сетка, да, тем людям, которые получают финансирование, по его команде будут голосовать. Так оно или не так, мы сейчас не будем говорить. Но я скажу, что мы создали другое. Мы создали базу данных всех наших гагаузов, тех людей, которые поддерживают нас. И я скажу, что у нас десятки тысяч людей уже есть в наших базах, с которыми мы связываемся, с которыми мы сделаем обязательно группы в Фейсбуке, группы значит, в WhatsApp, для того, чтобы отправлять нам всю информацию, то, что мы проводим, нашу программу, чтобы они были в курсе. Когда придет время, чтобы они могли нас поддержать. Я уверен, что за несколько месяцев эта наша база расширится не только на десятки тысяч, а на сотни тысяч. Потому что те люди, которые говорят, что у нас мало гагаузов, что не хватит для больших выборов, для того, чтобы преодолеть этот барьер, не верьте никому. Даже самой Гагаузии сегодня, вот ЦИК дал информацию, 128 тысяч избирателей. На выборы выходит 65, максимум 70. Но это тогда выходили, когда не было Гагаузской народной партии. Поэтому вот этот момент испугал сегодня очень многих, что Гагаузия может на выборы выйти максимально, и мы можем стать сюрпризом для всей страны, для того, чтобы пройти этот барьер. И я скажу, что могло случиться чудо, потому что 101 человек в наших списках, если мы пошли бы на парламентские выборы, были представители бы нашего региона. Такое никогда не было. То, что мы начали, дорогие друзья, поверьте и рассказывайте дома, вашим родственникам, близким, сельчанам, горожанам, тот путь, который мы избрали, его не остановить. Он по-любому пошел и пойдет вперед. Сегодня меньше, да, борясь с мощными партиями, которые нам мешают, но шаг за шагом мы сможем объединить наш регион. Мне звонили очень много людей, которые, я скажу, что сегодня даже я в зале их не вижу, потому что они не хотят высвечиваться. Кто-то занимается бизнесом, кто-то работает в государственных службах. Все сегодня испуганы. Одни боятся партии власти, потому что они их могут выгнать с работы. Другие боятся партии Шора, которые получают деньги, и если они высвечиваются здесь, им больше платить не будут. Третьи боятся еще чего-то, но в душе, поверьте, что в душе они с нами. И если пойти на выборы, конечно, они проголосуют за свою родную партию. За партию, которая, это наша семья. Поверьте, что будущее Гагаузии только Гагаузская народная партия. И то, что мы принимали в прошлый раз, и так воодушевленно, стоя, аплодируя, что мы идем на парламентские выборы, пускай останется на совести тех людей, которые нам это не позволили. А как не позволили? Что у нас получилось? Казалось бы, регистрацию прошли. И если бы это было как на прошлых выборах, больше не надо преодолевать никаких барьеров, просто идти на парламентские выборы и брать свои голоса. Но тут парламент выдумывает новый закон, что заново нужна перерегистрация. И вот 14 июля был последний день перерегистрации для того, чтобы пойти на парламентские выборы. Потому что в стране есть 85 партий, но они все участвуют, а они взяли под контроль те, которые хотят участвовать. И снова же взяли под контроль многих тех партий, которые старые партии, тем, которым по 20-30 лет. Когда-то они создавали эту партию, и естественно, что у них есть члены партии, которые давно ушли в мир иной, я извиняюсь за выражение, которые давно ушли, нет в этих партиях, но они еще числятся. Поэтому, в принципе, они сделали все возможное, чтобы снять часть старых партий, но попали, как говорится, мы. Ну почему? Потому что за 6 месяцев, сколько существует наша партия, нам не открыли расчетный счет в банке. Казалось бы, такая мелочь, да? В стране, где есть власть, да, мы живем в стране, государственный орган регистрирует политическую партию, республиканскую, и за 5 дней обязаны нам, банк, которому мы подадим документы, открыть расчетный счет, мы столкнулись с проблемой, что это за 6 месяцев не смогли сделать. Представляете себе? Если один банк нам ответил отказом, другие даже не отвечали. И вот когда пришло время регистрации, чтобы попасть на эти парламентские выборы,
я скажу, что мы не смогли сдать даже пакет документов, потому что партия, которая не имеет расчетного счета, она не может участвовать. Потому что вы знаете, что первое, что проверяется, куда расходуются деньги. А у нас нет расчетного счета. И скажу, что я лично попадаю второй раз на эти грабли. На последних примарских выборах со мной также поступили. Месяц мне не открывали расчетный счет. Моему оппоненту открыли счет, в банке получил десятки миллионов лей для того, чтобы ремонтировать дороги, а мне даже счет не открыли. А когда открыли, первый же листовку напечатали, взяли документы на проверку, и мы не смогли даже одну листовку напечатать. Какие-то честные выборы? Нет. И вот сейчас второй раз мы попали на это же, что наша партия не попала на парламентские выборы, потому что нам не открыли счет банка. Конечно, мы среагировали, но было уже поздно. Мы сделали жесткое заявление, обратились к всем международным организациям. Мы обратились, что мы начинаем забастовки, мы начинаем митинги, мы начнем голодовки, мы поставим палатки возле правительства и начнем голодать, чтобы весь мир узнал, как обратились с маленьким народом, с Гагаузией, что, открыв партию, мы не смогли идти дальше. Я скажу, что я не знаю, кто. Ну, наверняка кто-то посоветовал, или кто-то среагировал очень быстро. Через 4 дня нас пригласили в банк, и нам открыли счет. Сегодня мы имеем расчетный счет, все документы у нас в порядке, но мы упустили время, Гагаузская народная партия, и мы не можем идти на эти парламентские выборы. Следующие, пожалуйста, но эти уже нет. Мы их пропустили. Конечно, я считаю, что здесь есть виновные, хотя мы не можем конкретно кого-то обвинять. Но я знаю, что для того, чтобы получить открытый счет, конечно, запрашиваются документы со спецслужб, с тех организаций, которые контролируют. И кто-то нас остановил. А я знаю почему. Я вначале говорил, что тот бурный рост, который начался, ту работу, которую мы начали проводить, что гагаузы всего мира нас поддержали. И я скажу, что эти выборы были бы большим сюрпризом, что мы действительно набрали очень много голосов. Испугала партии и власти, потому что если гагаузская партия придет в парламент, а сегодня явного лидера нету ни с левой, ни с правой стороны, а гагаузская партия заявила, что мы не будем входить никакие блоки, а если пойдем в парламент, пойдем в свои фракции, то с нами нужно будет считаться. С Гагаузией нужно будет считаться, и любой вопрос, который есть в стране, любой закон, нужно будет согласовывать. Ведь сегодня мы имеем автономию, закон о особом правовом статусе, но если в парламенте принимаются законы, они даже не учитывают, что у нас есть автономия. В стране проводятся реформы, и не учитывая, что есть Гагаузия, но потеряли все свои полномочия. И именно из-за этого у нас создаются центры Север, центр Кишинев, Юг Кагул. Гагаузия автономия, а нас просто пропускают. Поэтому, уважаемые друзья, то, что случилось, оно случилось. Оно вчера. Но я считаю, что на этом не надо останавливаться. На этом, как говорится, мы должны сделать свой урок, свои выводы и идти дальше. Максимально дальше работать со всеми нашими первичными организациями, с населениями, для того, чтобы идти на выборы. И идти на выборы парламентские, не пропускать эти 4 года. Нам нужна админресурс для того, чтобы выполнение, как говорится, той программы, которую мы приняли, а я скажу, это интересная программа, нам нужны силы. Ведь нам не открывали счет, нам некуда было обращаться. У нас нет друзей в руководстве. А если мы сейчас пропустим эти выборы, еще 4 года у нас не будут друзей в центре. Поэтому я предлагаю сегодня, если мы не попали на парламентские выборы, наша партия, принять решение и в дальнейшем поддержать одну из партий тех, которые, возможно, попадут в парламент, с которыми начинать переговоры. Я скажу, что некоторые наметки уже как бы у нас есть, но мы не могли провести переговоры без поддержки всей команды. Поэтому сегодня у нас собрание именно руководства нашей партии, не просто всех наших сторонников, а именно руководство нашей партии со всех населенных пунктов, со всех первичных организаций, для того, чтобы принять решение. Первое. Дать разрешение руководству партии начать переговоры. Начать переговоры с партиями
которые мы можем поддержать и оттуда получить выгоды и как для своей партии, и в целом для Гагаузии. И я хочу здесь чуть-чуть остановиться, раскрыть моменты, кого мы можем рассматривать дальнейшим союзником, а кого нет. Я уже остановился на том, что мы не рассматриваем партии власти, и я объяснил почему. Потому что я считаю, что они виноваты в том, что мы не попали на выборы. Но я хочу сказать, что мы не должны рассмотреть и те партии, которые 30 лет уже в Гагаузии, они присутствуют, они приходят, как говорится, перед выборами 2 месяца, закидывают нас газетами, закидывают нас обещаниями, что все вопросы они Гагаузии решат, но после выборов 4 года мы их не видим. По полочкам. Первое. Коммунисты. Ничего не имею против. Знаете, наш лозунг нашей партии, мы не против кого-то, мы за Гагаузию. Но для того, чтобы сегодня отобрать именно те партии, с которыми можно вести переговоры, мы должны чуть-чуть развеять, убрать то, что было. Коммунисты было время, уже прошло, когда они были партией власти. 87%, по-моему, Гагаузия дала, значит, своих голосов. Был заключен договор между Народным собранием и руководством Компартии, и второй государственный язык, и выполнение закона о самоуположении. Все было в этом договоре. И что случилось? Ничего не выполнилось. Лет 10 назад с этой трибуны я этот договор рвал, потому что они не исполнили его. Поэтому я считаю, что заново нельзя входить в ту реку, где нас обманули. Следующий. Партия социалистов. Да, у нас есть много сторонников Гагаузии, которые голосовали за эту партию. И снова я сказал, что мы не собираемся никого ругать, но давайте будем делать какие-то выводы, анализы. 4 года назад мы партии социалистов Гагаузия отдала 97, по-моему, даже 98%. Что в дальнейшем? Партия социалистов власть не забрала. Она осталась как оппозиционная партия. Гагаузию просто разорвали в клочья. И прежде всего из-за того, что мы отдали такой процент партии, которая в оппозиции. Все силовые структуры, если раньше в Гагаузии УВД, СИП, прокуратура, налоговая инспекция работали в исполкоме вместе с руководством Гагаузии, то сегодня в исполкоме вы уже не увидите силовые блоки. Их уже нету. Они уже никому не подчиняются, они подчиняются только центру. То есть мы потеряли полностью весь силовой блок, потому что 4 года назад мы поддержали партию, которая оказалась в оппозиции. Где таможенная? У нас есть своя таможня. У нас все деконцентрированные службы не подчиняются Гагаузии. Это начиная почты, Ролтелеком, паспортный стол и все остальное. Ничего в Гагаузии не осталось. Ведь когда принимался закон о особом правовом статусе, все это в законе было учтено, что Гагаузия на своей территории является хозяином. Вы знаете, сегодня даже не интересно быть башканом Гагаузии. Башкан Гагаузии после вот того, что сделано, это башкан только собственного кабинета. 4 угла и все. Никто не подчиняется. Никакой власти нет. Последнее, что случилось. Если раньше исполком работал вместе с примарией, то сегодня большинство примаров вышли из подчинения исполкома Гагаузии. Они напрямую работают уже с министерствами, с центром, которые им дают проекты, и они кричат населенным пунктам, что мы должны привлекать инвестиции для села, нас не интересует Гагаузия. Следующий шаг, и Гагаузии вообще не будет. Впервые, несколько месяцев назад, Конституционный суд, там есть только несколько статей, где закреплена Гагаузия, отменила первую статью, что Гагаузия имеет право выдвигать своего прокурора. Просто приняли решение, даже не поставили Гагаузии известность. Это в отместку, что 4 года назад мы проголосовали за кого-то 97-98%. Сегодня есть полная уверенность, что эта партия придет к власти. Нет, далеко нет. Ничего против них не имеем. Мы не будем оскорблять, кричать, они обманули, не обманули, сделали. Просто мы сегодня жители Гагаузии. Гагаузский народ должны подумать не о соседе, не о ком-то, а о себе.
Пришло время, чтобы кто-то в Гагаузии начал работу над тем, объединяя Гагаузию и защищая каждого человека, который здесь проживает. А если мы себя защищаем, мы не должны делать ошибки и давать возможность, чтобы нас дальше били. Следующее. Кто в этом был? Бывший башкан Гагаузии. Мог бы много говорить часами, но не буду часами говорить. Просто остановлюсь на некоторых моментах. Первый раз стала башканом, обещала 13 заводов пророссийским инвестициям. Есть хоть один. Поднимите руку, кто видел хоть один завод. 13 обещано. Второй раз пришла к власти, строила уже аэропорт и электростанцию. Где, в каком районе аэропорт и электростанция? Поднимите и скажите. 1000 тонн пшеницы гуманитарного пропало. Когда, значит, народное собрание начало искать, пришли склады, копчаки пустые, а там 1000 тонн. Просто воровство. И это мы пропустим. Говорят вам. 4 года назад бывший наш башкан, как и сегодня, вела очень агрессивную политику, махала кулачком, призывала всех выходить и на площади Камрата, если кто помнит, пели песню. Прощай, страна, значит, поднимаем всю страну на борьбу с коричневой чумой. Все это записывалось где-то, с коричневой чумой. И тут они проигрывают. А кого они обзывали, приходят к власти. И что получилось? Кто обзывал? Собрал свой чемодан, набитый хорошо, и уехал. А Гагаузия осталась. А Гагаузия из этого все потеряла. Сегодня я слышу новые лозунги. Уже рэп танцуют. Правда, неуклюже. До свидания, да, говорят, до свидания. А не будет после выборов до свидания всей Гагаузии. А нас не ликвидируют после этого выборов, потому что кто-то там рэп танцует и что-то кричит, да, с полицейскими рвет собой. Нет, уважаемые друзья. У нас гагаузская политика другая, более умная. Мы не собираемся кого-то оскорблять, с кем-то драться. Нас очень мало, чтобы мы сегодня дрались с кем-то. И я не хотел бы, у меня сын сегодня взрослый, чтобы я его толкал, чтобы он где-то что-то громил, чтобы его могли посадить или что-то покалечить. Я думаю, что все согласятся. Мы должны вести ту политику, от которой Гагаузия выиграла бы. Поэтому я сегодня предлагаю оставить, значит, партию власти в сторону, потому что она нам помешала, и по многим другим причинам. Партии, которые у нас набирали все наши голоса, но нас или обманывали, или к власти не приходили, оказывались в оппозиции, а когда оказывались в оппозиции, нас не могли выручить. Нас били, но они нас не могли помочь. Сегодня остановиться на тех партиях, я не буду называть их, но на тех партиях, которые еще перед нами чисты. Те, которые ничего не обещали, но ничего, как говорится, но и не обманули. Те партии, которые попадут в парламент, но мы с ними должны договориться. Наши условия, я предлагаю, какие условия должны быть у Гагаузской народной партии. Первое, то, что мы в прошлый раз вместе с вами говорили. Ту партию, которую мы поддержим, она должна прийти в парламент и не входить в блок ни с одной партии. Вот пришли в парламент, создали свою фракцию и дальше работают. Есть вопросы страны, вопросы, интересы государства. Они защищают. Но не объединяются с блоком каким-то, которые хотят захватить страну и подчинить всех людей и разворовать даже то, что осталось. Потому что когда к власти идут, и в блоках есть много людей, которые вчера ненавидели друг друга, да, предали друг друга со всех сторон. Вы понимаете, о каком блоке говорю. Завтра, придя к власти, как они эту власть делить будут? Каждый из них захочет вырвать самый лучший сладкий кусок. Там между ними начнется борьба, как и было раньше. И они снова предадут друг друга. А играть такую политику в парламенте, чтобы не то, что Гагаузия, мы уничтожим всю страну. Поэтому я предлагаю, что говорить с теми партиями, которые пройдут парламент, но не будут входить в блоки, будут иметь, как говорится, свое мнение, будут выступать. Я предлагаю договариваться с этими партиями, потому что Гагаузской народной партии, молодой партии, нужна сегодня защита, нужна сила. Нам нужно отбір ресурсов. И естественно, что мы будем просить хотя бы одного представителя в парламент, человека, который мог бы быть в правительстве, пускай не министром, пускай замминистром, начальником департамента, но был бы исполнительных органов. Обязательно человек, который мог бы быть
посольском конкурсе, посол, консул или другой специалист, но мы должны быть, интегрироваться в руководство страны. Да, даже не баллотируясь, это всего лишь малость. А самое главное, что эта партия должна поддержать закон о своем правовом статусе, который был принят 30 лет назад, где были все полномочия Гагаузии. Закон, который дал нам возможность иметь и свою налоговую службу, и таможенную службу, и работать со всеми силовыми структурами для того, чтобы навести порядок, идти вперед. А для этого, я вам скажу, что нам нужно сегодня правильно сделать выбор. Я прошу сегодня с этой трибуны пообщаться и дома. У нас есть время, у нас есть 2 месяца. Выборная кампания фактически начинается в конце августа, потому что она будет идти 1 месяц. У нас есть возможность связываться с партиями для того, чтобы вести консультацию. Но вас я очень сильно попрошу. Вот эти условия, которые я сказал, это много, правильно? Это очень много. Но мы можем их получить только в том случае, если нас будет много. Если наши сторонники, которые дали, как говорится, нам слово, что они поддержат Гагаузскую народную партию, дальше поддержат нас. Дальше не будут идти с другими партиями, искать финансирование, а для того, что они будут ждать, когда мы примем решение, кого поддержать, и в сентябре мы проведем полноценный большой съезд, одном из самых лучших домов культуры Гагаузии, где уже, в принципе, выйдем на этот съезд не просто с руководством, а всеми нашими жителями, для того, чтобы принять решение и поддержать партию, которая с нами согласится. Но вы должны чуть-чуть потерпеть. Дайте возможность, что мы встречались со всеми. Дайте возможность, чтобы мы изучили их программы, изучили, как они поведут себя после того, как придут к власти. Изучили, значит, наши требования, они принимают в полном объеме или частично, для того, чтобы дальше поделиться. Но нужно ваше доверие. Вы должны доверить руководству, что мы начали заниматься сегодня переговорами. Знаете, я уверен, я об этом говорил, я уверен, что Гагаузия идет вперед. Прошла бы Гагаузская народная партия на выборы, я говорю, сюрприз был бы большой для всех. Мы сегодня не попали на выборы, мы ищем союзника. Найдя союзника, я вам скажу, нам легче будет и на следующих выборах. В выборах народное собрание. Потому что нам в любом случае, не обижайте, что это я скажу, нужно потихонечку избавляться от тех партий, которую Гагаузию сегодня захватили. И поверьте, что очень скоро многие сами уйдут. Пройдут парламентские выборы, и мы станем неинтересными. Потому что мы становимся Гагаузии очень интересны именно во время выборов. Во время парламентских выборов и во время президентских выборов. Где наши голоса 4-5% играют роль для того, чтобы избрать руководителей. И сейчас они снова с нами. А как выборы пройдут, поверьте мне и рассказывайте вашим друзьям, что навряд ли кому-то будут перечислять какие-то деньги. Навряд ли. Потому что все исчезнут. Мы здесь останемся. Мы с вами останемся и дальше будем работать. Поэтому то, что мы сегодня делаем, сближаем, объединяем Гагаузию, это наш путь. Это наш путь в будущее. И не важно, как она закончится, с каким руководителем. Будет в то время еще Дудоглу, будет Ключик, Иванов или Петров. То, что мы начали, она пойдет. Мы начали работу с молодежью. Мы начали готовить сегодня кадры. Те вопросы, которые были только в Советском Союзе, то постарше вспомнить. Невозможно было попасть на руководящую должность, пока ты не прошел все ступени. Не было, что сегодня взяли человека с улицы, сделали руководителем города, башканом, министром, президентом, и дальше думаем, что не работают. Нет, должна быть подготовка. Поэтому мы сегодня уже создали группу, провели первое совещание, в следующей неделе будет второе совещание, где мы готовим нашу молодежь, готовим будущее нашей Гагаузии, новое поколение, чтобы они были готовы для того, чтобы баллотироваться в народное собрание, для того, чтобы они могли быть готовы, быть примарами, советниками, но для этого нужно время. Нам нужно время, ваша поддержка и доверие. Поверьте, что это делается не для руководства партии, а для каждого жителя нашей автономии. Будущее Гагаузии в единстве,
будущее Гагаузии, когда все мы будем решать свои вопросы. Не будем ждать, что кто-то придет и за нас что-то сделает и что-то нам даст. Как дома. Вы сами свою работу выполняете. А тот, кто ждет, что придут, помогут, есть за 10 лет никто не пришел, ничего не сделал. Дорогие друзья, я заканчиваю свое выступление. Хочу остановиться буквально еще 2-3 минуты. Первая программа. Я прошу прощения, что мы долго заняли время, но программа должна быть разносторонняя, поэтому мы его зачитали для того, чтобы услышали. Но обязательно мы его, когда начнем печатать газету, в ближайшее время, у нас есть уже расчетный счет, мы откроем свою газету. Откроем свою газету, и газета будет поступать бесплатно на все рынки, по всем населенным пунктам. Но, конечно, мы ее выпишем и домой, кто захочет поддержать партию и оплатить за эту газету. Я думаю, что найдутся и таких много. Поэтому информации будет намного больше. Читайте программу, смотрите, что там есть. Если у вас еще будут дополнительные предложения, программа это не догма, можно его исправлять. Поэтому будем работать совместно дальше. Но для того, чтобы эту программу действительно внедрить, я вам скажу, что Гагаузия должна быть сильной и единой. Не давайте себя использовать. Вот я сегодня с этой трибуны говорю тем людям, которые нету в этом зале. Потому что буквально вот за час многие звонили, извинялись: Николай Иванович, мы с вами, всегда были и будем с вами. Но зал зайти и бояться. Если мы будем бояться всего, мы не сможем объединить. Нужно все-таки преодолевать некоторые рубежи и идти показывать свое лицо. Когда станут те люди, за которыми есть еще много людей, показывать свое лицо, поверьте мне, что никто вас не тронет. Гагаузская партия сможет защитить своих сторонников. Почему? Потому что мы не лезем в грязные игры, мы не заигрываем с кем-то и потом их бросаем, кидаем. Мы работаем во благо гагаузского народа. Спасибо. Спасибо, Николай Калампович. Слово предоставляется Терзе Николаю Петровичу, председателю Гагаузской общины города Кишинева. Zaman hayırlı olsun bağlı dostlar. Ben de isterim kısadan söylemeye. Nasıl ben görüyorum, ne lazım yapmaya burada partiye, halk, Gagavuz halkın yanında nasıl lazım ileri gitsin bizim автономия. Я испытываю вот положительные эмоции от того, что я вижу, что Гагаузская народная партия занялась вплотную выработкой самостоятельной политики Гагаузии. Ну, отсюда и воспитание новой гагаузской элиты, самостоятельной гагаузской элиты, которая не смотрит только в сторону Кишинева или только в сторону, Москвы, что ли, а то смотрит, как развивается его дом. Вот председатель партии упомянул об этом, и я тоже поддерживаю, что в первую очередь надо думать о доме, о своем доме. Я рад, я рассчитываю, что Гагаузская народная партия будет штабом гагаузского движения вперед, только вперед. Давайте мы сегодня в положительном тренде. Я хочу вам доложить, что в Европе, в Восточной Европе в частности, усилились такие же движения с такими же целями. Национальные меньшинства, которые живут дисперсно в этих странах, они поднимают вопросы перед руководством страны, чтобы у них было представительство в органах центральной власти, чтобы они могли иметь трибуну и чтобы они могли в любой момент сказать, что необходимо для развития этой нации. А те народы, которые живут компактно, как в частности и гагаузы,
Вот они ставят там вопросы о том, чтобы была автономия, а у Гагауза она сегодня есть, пусть она усеченная, ущемленная, но она сегодня есть. И эту задачу вот в Восточной Европе вот констатировалось, я анализировал, где-то 20 движений есть в Восточной Европе в сторону того, чтобы те национальности, которые там есть, оставались теми национальностями, они растворялись в том большем народе, где они проживают. Я взял и еще хочу пример такой, вот как венгерский, венгры в Румынии. Я вам хочу сказать, может, вы слышали, чтобы они вот хотели что-то, порядок какой-то сделать в Бухаресте, Констанции, Галации? Нет. Они плотно занимаются в тех населенных пунктах, в тех регионах, где они живут. И сегодня к ним центральные партии приходят и просят, когда они там в парламенте, в Сенате Румынии, и не хватает им процентов, они приходят к венграм и говорят: поддержите. Соответственно, венгры ставят определенные условия перед ними, вот примерно такие, как озвучил председатель партии. И на сегодняшний день в органах центральной власти в Бухаресте есть представители венгерского меньшинства. Мне вот это очень импонирует, та последовательность венгерского меньшинства в Румынии, та упрямость, что ли. Давайте мы тоже будем брать вот такое положительное. Давайте не будем витать, я уже говорил в этой аудитории, витать в облаках. Где-то мы там порядок наводить на Марсе, в Брюсселе или не наведем мы порядок. Мы должны в нашем доме. И я считаю, что вот это направление, которое взяла Гагаузская народная партия, оно единственно правильное. Трудно, очень трудно. Вот программу озвучили, это же такая громадная программа. Но мы должны учесть, что вот эту программу надо было на протяжении с 1994 года внедрять. А мы много упустили, поэтому я не хочу говорить, что с нуля мы начинаем. Но мы должны настроиться на серьезную последовательную работу. Если это не будем делать, ну что ж, это сделают другие. Вот. И вроде вот по программе сказал. Когда-то я по развитию Гагаузии на всемирных наших съездах гагаузов говорил, что мы ставить должны во главе развития автономии, так коротко, как вот был подробный план, а я говорил 3 пилона. 3 пилона — это развитие, это экономика, это образование и религия, культура и религия. Мы сегодня должны тоже это понимать, что люди сегодня, которые, их кидают по сторонам туда-сюда, конечно, в итоге ищут, где бы хотя бы чуть-чуть успокоиться, и очень многие приходят в религию. Я желаю, чтобы мы все гагаузы, которые проживают в автономии, которые не проживают в автономии, оставались гагаузами и не ждали, что кто-то придет, решит их судьбу. Мы увидели уже 30 лет, что никто не придет и ничего не сделает. Да, жизнь, мы не умрем, жизнь продолжается, но это другая жизнь. А мы хотим, чтобы у нас была полноценная жизнь гагаузов, жизнь гагаузской автономии, которая нам, в том числе и с Божьей помощью, было подарено в 1994 году. Хотя, я всегда говорю, нам никто его не дарил из людей. Мы его завоевали, мы его заслужили. Спасибо.
Спасибо, Николай Петрович. Слово предоставляется Крутичу Ивану Федоровичу, первому заместителю председателя Гагаузской народной партии. Zaman hayır olsun pahalı dostlar. Çok teşekkür ederim sizlerin geldiniz, bulduğunuz vakit. Böyle bir zor vakitte bizim partinin duruşunda çok teşekkür ederim size. Pek zor vakitler bizde dışarıda. Zor vakitlerde biz buluyoruz büyük gün. Bundan korkmak değil lazım. Çok söyledi hani bizim partiden sakındılar. Sakındılar. Dil bakıcım Gagavuzya'da sakındılar. Sentro'da. Gördüler hani Gagavuzlar nasıl toplansınlar olsunlar birlikte. Bu sakındığı çokunu. Pek büyük benim için hani bizim Halk Partisi için 5 ayın içinde demedi ne başkan, ne Narodni Sabah, ne spiker, bir dalak. Gagavuz televizyonda bizim için hiç anılmadı bir de sefer. Niçin? Tibet'ten çıkıyor bir soruş. Kime işleyen bizim başkan, kime işleyen bizim spiker, bizim parlamento Gagavuzya? Korkuyorlar kendi halkından mı? Korkuyorlar kendi Gagavuz Partisi'nden mi? Yok. Korkuyorlar. Zamanlarım var. Kişileri kimi yürüyorlar, ne şey yapma, ne politika getirme. Biz çok sıra söyledik hani bizim partiye var kendi Gagavuz programması. Kendi Gagavuz politikası. Bu nedir? Hani biz lazım olmak çorbacı kendi kendimize. Düşünmek kendimiz için. Siz bakın ne büyük paralar büyük gün atıldı Gagavuzya'yla olmasın birlik. Büyük Gagavuzya'nın içinde pek sıkı duruyorlar Blok Pavya'da. Levi Blok Sosyalistlerinin basın partiyası. Ne için onlar burada? Onlar burada onun için hani Gagavuzlar birleşmesinler. Gagavuz partiyası kalkmasın, kale olmasın. Zamanlar bilirler bundan sonra çekiçik büyük işler. Döneceğim biraz Rus diline. Уважаемые друзья, на самом деле сегодня мы должны отстоять этот момент. И когда мы вчера принимали решение, что мы будем самостоятельно идти, и это сильно напугало правящую партию, центральную правящую партию, уже было сказано, какие барьеры нам предоставили. Но мы должны это принять за должное. Сегодня мы могли бы принять и другие решения. То есть решение бойкотировать выборы. Но сегодня это глупо. Почему глупо? Потому что на сегодняшний момент в Гагаузии нет единства. Если бы гагаузский народ, вся гагаузская автономия была единой, то есть народ, власти Гагаузии думали о гагаузском народе, о гагаузской автономии, мы могли бы принять такое решение. Но сегодня мы не можем позволить себе, мы, Гагаузская народная партия, не можем позволить себе пойти на этот шаг, чтобы ограничить наших людей выбор. Это неправильно. Сегодня это утопия. Я хочу, чтобы нас поняли правильно. Все, те, кто даже на улице, которые уже звонили вчера вечером, что вот Гагаузская партия, вы говорили самостоятельно. Да, мы говорили самостоятельно. Но вы, именно вы 5 месяцев подряд нас, как могли, гнобили и говорили, что мы партия ПАС. И именно жители автономии, именно гагаузы об этом говорили, которые служат за деньги другим господам.
Это вы унижали Гагаузскую народную партию 5 месяцев подряд. И может, спасибо Богу, что, наверное, он защитил Гагаузскую народную партию и вывел, в конце концов, пришло это решение, что вот нас не допустили к выборам, и вся правда вышла наружу. Что мы партия народа, а не партия ПАС. Что хочу сказать дальше. В любом случае, нас видят наши жители автономии. Они понимают тоже, что деньги получать всегда не будут. Я скажу пример позавчерашнего дня. Я видел в селе Авдарма, чуть люди не задавили друг друга. Шортом делал собрание. Понимаете, тяжело людям. Получили новые указания, новые финансы, вливания большие. И это идет по всей Гагаузе, не только в селе Авдарма. Просто это было позавчера, это было именно в тот день собрание у них было. Почему это делается? Делается потому, что боятся именно Гагаузской народной партии. Люди поймут, что будущее за нами. И обращаюсь ко всем жителям автономии, что за нас никто никогда думать не будет. Пример тому, 30-летней давности пример. Гагаузская республика и впоследствии автономия, именно благодаря каждому жителю автономии, мы заимели автономию, не думая ни о каких финансах, ни о каких деньгах. Мы думаем только о нашей родной Гагаузии, о нашем родном языке, о нашей культуре, традиции и так далее. Завтра будет то же самое. Сегодня мы должны быть сильными. Сегодня мы не должны слушать какие-то обвинения. Пускай говорят, что хотят. Мы сегодня партия. Мы сегодня должны думать о нашей автономии. Мы должны думать сегодня о развитии нашей автономии, о наших жителях. Поэтому мы должны именно договариваться, именно ставя условия в таких рамках. Вам большое спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Парсинскому Газу Данилу, председатель первичной организации города Кишинева. Приветствую всех. Хочу поблагодарить всех, что нашли время прийти на это собрание. Я буду честен. Я испытываю огромное счастье, но в то же время огорчение. Счастье за то, сколько всего нам удалось добиться за эти месяцы, и огорчение за то, что пока мы не смогли выполнить все поставленные цели. Гагаузский народ нас поддерживает, партия работала, развивалась, но в определенный момент мы столкнулись с системой. Система, которая была не готова нас принять. Нам не удалось зарегистрировать партию, нам не открыли банковский счет. Я не буду искать виноватых, говорить причины. Я всего лишь скажу, что я считаю, что это удар по всей демократии. И в первую очередь это удар по гагаузскому народу, которого опять же оставили без своего представительства в парламенте Республики Молдова. И чтобы вы все понимали, эти 4 года будут приниматься важнейшие реформы и распределяться ресурсы по всей территории Молдовы. Да? Дальше. Хочу выразить искреннее счастье за весь гагаузский народ и удивление приятное за то, сколько активности мы получили от гагаузов и в Кишиневе, и в других городах, и за пределами Республики Молдовы. Я, как руководитель первичной организации муниципия Кишинев, могу сказать, что больше 1000 людей к нам обращались с поддержкой. Кто-то хотел вступить в партию, кто-то просто высказывал поддержку, кто-то предлагал помощь, волонтерство, информационную поддержку. Это были и студенты, и преподаватели, спортсмены, предприниматели, от молодежи до пожилых людей. И хочу отметить, что для нас очень важно, то, что никто не высказывался негативно или с критикой в адрес нашей партии. Со времени ее создания до сих пор, сколько мы работаем, все
поддерживают с добрыми словами. Спасибо вам большое за это. Мы работаем ради вас. Что касается того, что говорил наш лидер Николай Харлампич на прошлом собрании, у нас было 3 пути: не участвовать в выборах, идти самостоятельно и найти партнера и вступить в сотрудничество, да, с политической силой, одной из них. И я скажу так, я не против, но я думаю, вы со мной будете полностью согласны, что самое важное для нас — это то, что наш союзник будет уважать в первую очередь гагаузский народ, уважать гагаузскую автономию и будет соблюдать закон о правовом статусе Гагаузии, подписанный еще 30 лет назад. Тогда мы готовы рассмотреть данное сотрудничество. Что касается нашей партии, я хочу поблагодарить всех ее представителей, всех членов, руководства и, конечно же, отметить нашего председателя Николая Харлампича. Сколько проблем не было у партии, сколько раз не вставляли палки в колеса, Николай Харлампич показал, что он настоящий лидер, и его стратегическое мышление в самых критичных ситуациях позволяет нам работать дальше, развиваться и не останавливать процесс и достигать наших целей. Поэтому в конце хочу обратиться к вам, к народу. Я не вижу вариантов, которые мы сейчас все оставляем. Я хочу дальше продолжать работать, я хочу дальше развиваться, поэтому прошу вас вместе с нами принять правильное решение, выбрать правильного союзника и вместе с вами идти к нашей главной цели. Это светлое будущее для гагаузской автономии и гагаузского народа. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Балову Олегу, председатель первичной организации нашей партии города Чадрунга. Приветствую всех, дорогие друзья. Было сказано много планов насчет развития нашей Гагаузии, нашего дома, родного края. Все эти цели мы будем добьемся точнее этих целей, но только с помощью вашей поддержки. Если мы будем все сплочены, мы пройдем любые трудности, и даже если будут проблемы, мы их решим только вместе. В нашей партии, в Гагаузской народной партии, каждый может опробовать что-то новое, узнать для себя что-то новое, испытать или изменить свою жизнь именно в Гагаузии, ну и, конечно же, в Республике Молдова. Поэтому я желаю, чтобы все имели терпение, добивались своих целей, и с помощью вашей поддержки у нас будет стимул идти дальше, несмотря ни на что, и мы, как всегда, добьемся всего лучшего. Будем стараться защищать нашу Гагаузию и сохранить наш родной край. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Русу Валентине, руководителю молодежной организации села Кангас. Добрый день. Добрый день, уважаемые сестры и братья. Рада приветствовать вас на собрании состава руководства Гагаузской народной партии. Меня зовут Руса Валентина. Окончила я КГУ в 2011 году, экономический факультет. В 2012 году я поступила к работе на предприятие «Осенно-текстиль» села Кангас на должность бухгалтера. В 2022 году была назначена представителем фирмы ЖЛК села Кангас. На протяжении полгода вела онлайн и также офлайн переговоры с администрацией ЖЛК. В ходе своей деятельности не раз ко мне обращались знакомые, мои бывшие одноклассницы, которые хотели провела им маркетинговые исследования той или иной ниши для содействия в помощи продвижения их малого бизнеса на территории Гагаузии. На сегодняшний день я являюсь новым преподавателем экономико-аграрных дисциплин колледжа «Светлый». В юности я часто сталкивалась и убеждалась на собственном опыте, что умела отстаивать свои права и личные границы, даже от правоохранительных органов. Это меня
подтолкнуло всегда с изучения научной литературы на этого рода темы. Но во взрослой жизни, сталкиваясь с этим в реальности, и полученные знания помогают решить ситуацию мирным путем. С юных лет я пишу стихи на родном языке, посвящая учителям, воспитателям, коллегам. Меня зацепило в этой партии то, что она для меня близка по духу, по крови, по культуре, по вере. Заметно действие со стороны партии в поиске решения в выходе из кризисных моментов, а именно экономических, социальных, политических, которые дадут импульс в развитии нашего региона и Гагаузии в целом. Поэтому считаю, что программа партии соответствует всем критериям разрешения данных кризисных моментов. Пришла я именно в политику и вступила в данную партию, чтобы защитить ее интересы, внести свой вклад в развитие будущего гагаузской автономии с целью продвижения кровного генетического кода, который заложен в нашем роду. Это первый секретарь Камрата Гроздев Степан Васильевич, начало 90-х бывший примар села Кангас Душков Петр Афанасьевич, заслуженный отпуске депутат Народного собрания Чеманов Дмитрий Михайлович, села Кангас. Pahalı kardeşler, ben yazdım ki bir şiir, hangisinde istedim açıklama kendi bakışımı bu partinin duruşuna göre. Gagauzya yavaş yavaş kaybeder. Bunu insan gitgide duyar. Bu Gagauzya'nın yarasına Gagauz Halk Partisi'nin lideri karşı gitti. İlaç bu beladan buldu. Da Gagauz Halk Partisi'ni kurdu. O, insan arasında patriot arar. Genç olanlar da dolayında bulunsunlar ister. Niçin ki onlar Gagauzya'nın yarınki günü. Kim bu partiye bütün yürekten katılır. Partinin lideri çok sevgili olur. Bu sözle partiye ilerler da gün günden kavileşir. Halk Partisi ekonomik sosyal işlerine karışma ister. Bundan Gagauzya'yı ilerletme düşünür. Sağ olun. Спасибо, Валентина. Слово предоставляется Камбур Николаю, председателю молодежной организации села Чекмайдан. Добрый день, уважаемые присутствующие, добрый день, уважаемые жители Гагаузии. Мне было предоставлено такое слово, такая честь в этой партии Гагаузской народной. Хочу сказать так. На протяжении образования гагаузской автономии ни один житель Гагаузии, скажу гагауз или молдаван, неважно какой национальности, не создал гагаузскую партию. Но, знаете, Бог послал нам такого лидера, Николая Харлампиевича Будоглу, который на самом деле сделал это, создал эту гагаузскую народную партию и сделал так, сплотить всех гагаузов, то ли они на территории Гагаузии, Молдовы, за пределами нашей страны, неважно, Россия, Америка, Англия и тому подобное, чтобы мы все сплотились, вместе сделали этот шаг, показали всему миру, всему обществу, что на самом деле гагаузы нас мало, но мы, как говорится, в тельняшке, да, и чтобы мы на самом деле дали такой отпор, чтобы нас знала, и нас и так знают многие, но чтобы у нас легенда шла, что на самом деле есть на юге Молдавии такой маленький, скажем так,
районы Гагаузии, скажем, Волконеш, Камрат, Чедалунга, что они сделали это, доказали всему миру, всему гагаузскому народу, что мы можем больше, чем на самом деле она есть. Хотел бы еще добавить многим словам, сказанным нашим лидером Николаем Харламовичем Доглу, что на самом деле нас очень боятся. Наверное, многие люди здесь из пожилого возраста знают, что даже в советские времена гагаузов боялись какие-то нации, что на самом деле мы позитивные, мы доброжелатели, мы добрые, гостеприимные, но мы должны доказать то, что мы и в политике неплохие, что у нас все может быть, и мы всего можем добиться. Конечно, с хорошим лидером, только вперед и ни шагу назад. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Чепанову Николаю, председателю молодежной организации Гагаузской народной партии. Добрый день, уважаемые гости, жители Гагаузии и всей автономии. Я представляю молодежь и буду говорить от имени молодежи, но сперва хочу сказать такую реплику. Так мало пройдено, но так много прожито. Мы прошли путь в течение 6 месяцев, но прожили очень сложные моменты. От регистрации до полного пакета документов прошло 6 месяцев. Конечно, мы не успели по ряде причин баллотироваться на выборы в парламент, так как власть, нынешняя власть не дала нам это, не позволила это сделать. Ничего страшного, мы прожили эти моменты, мы идем дальше и становимся все сильнее и крепче от этого. Что касается теперь молодежи, было сказано, что молодежь это не груз. Я скажу, что для Республики Молдова молодежь в прямом смысле является грузом. Почему? Потому что я вижу тенденцию, что Республика Молдова пытается избавиться от молодежи. Почему? Потому что молодежь 5 литрами подсолнечного масла не купишь. Молодежь уже мыслит по-другому. Молодежи нужны реальные действия. Молодежи нужны реальные цифры, реальные показатели. Чего добилась страна, что она ему предоставила, молодому поколению. А мы видим на сегодняшний день, что практически ничего не делается для молодежи, перспектив особых нет. Соответственно, могу сказать из примера, с которым я столкнулся, молодежи предлагает бюро занятости предприятия из черного списка. Прямо из черного списка. Куда никто не хочет идти работать, где до них рабочие имели очень горький опыт, невыплачивание заработной платы, очень плачевные условия труда, в которых никто бы не согласился даже работать при нынешних тенденциях. Очень заметны моменты нарушений, этих нарушений среди молодежи от 15 до 25 лет. Те, которые, конечно же, не ознакомлены слишком с Трудовым кодексом. И, соответственно, эти предприятия что делают? Этим же и воспользовались. Этим моментом, то, что молодые ребята не осведомлены Трудовым кодексом. Поэтому наша партия предлагает возможность обучаться, приходить к нам на семинары, молодежные форумы будут предложены молодому поколению, чтобы обучить их всем аспектам правовым, культурным, экономическим, каким-то реалиям, которые действительно помогут им понять, осознать
что на самом деле и действительно должно происходить на различных уровнях, на предприятиях, в обществе, где они должны быть услышаны, их права, где должны защищаться их интересы, права соблюдаться. Поэтому мы ожидаем, что молодежи будет больше. Пока у нас человек 30, мы хотим больше и больше, чтобы молодежь приходила и обучалась всему этому. Почему? Потому что молодежь убегает, допустим, в другие страны, допустим, в ту же Германию. Давайте рассмотрим вариант, почему они уезжают в Германию. Там не рабовладельческий строй. Почему? Потому что там работают 8 часов, человека уважают, к нему не относятся как непонятно кому. Есть абсолютно нормы, правовые нормы, заключаются контракты, договора, преждевременно оговаривается заработная плата, условия труда. А на сегодняшний день у нас молодежь устраивается на работу, не понимает, заплатят ли ей заработную плату, что их ждет, какая заработная плата, каковы условия, как с ним будут вести вообще трудовые отношения. И молодежь этого всего боится. Работа есть, но на 5-6 тысяч никто не согласится. Ай ладно, эти 5-6 тысяч, но это убожеские условия труда. Поэтому человек едет в ту страну не ради выгоды, допустим, заработная плата 2000 евро, а ради того, что там его уважают, считаются с ним, законы соблюдаются. И что-то, если кто-то нарушит, работодатель, закон на стороне работника будет. А у нас на сегодняшний день у работодателя есть деньги, он всегда выйдет на чистую воду, а работник останется ни с чем. Поэтому молодежь мы собираем для того, чтобы вот эти все моменты урегулировать, чтобы они были осведомлены этими моментами, чтобы не было у нас никаких нареканий в сторону работодателей. Конечно же, нужно и создать какие-то структуры, которые будут отвечать за эти моменты. Допустим, предприятие нарушило какие-то свои границы, нарушило закон, конечно же, придут какие-то инспекции, проверят это все, как работает предприятие, каковы условия труда на предприятиях, сколько молодежи работает на этом предприятии, допустим, 10%, 15%. Надо поднять эту планку, должно работать минимум 30-40%. А почему не работает молодежь? А почему она не хочет трудоустраиваться? Вот это надо все решать и понимать. Вот эти все вопросы мы должны поднять. Почему молодежь не хочет жить здесь? То есть невыносимые какие-то условия жизни созданы для них. То есть им как будто отвратительно жить в целом в Республике Молдова. Почему они испытывают это отвращение? Надо понять, надо узнать. Вот поэтому мы собираем молодежь когда необходимо, чтобы узнать от них их мнение, чего им не хватает. Может, информированности не хватает, может, смелости не хватает, может, знаний не хватает в какой-либо области. И мы это все им дадим. У нас есть реальные специалисты, которые помогут им восполнить те знания, ту бодрость, которая их направит в правильное русло, и они должны отстаивать свои интересы и жить в этой стране, навести порядок здесь, в своей стране, а не искать комфорт в другой стране. У нас что, не комфортно разве здесь? Комфортно. Вот этот комфорт необходимо создать своим жителям, а не искать его в чужом государстве. Через 5-10 лет вообще никого не останется. Спасибо. Я думаю, что у нас все будет хорошо, и мы будем двигаться дальше с новыми возможностями. Спасибо всем. Спасибо.
Слово предоставляется генеральному секретарю Гагаузской народной партии Тельпис Николаю Петровичу. Дорогие друзья, мне, как одному из основателей Гагаузской республики и Гагаузской автономии, сегодня, обсуждая эту тему, в каком положении, в какой ситуации мы оказались, очень больно. Я хочу поделиться с вами своими размышлениями. Когда мы еще разрабатывали проект закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии, я, будучи первым заместителем председателя Верховного Совета Гагаузской республики и заместителем председателя парламентской комиссии, я тогда еще обращал внимание, при встречах наших людей в населенных пунктах, мы регулярно встречались и делились, как идет процесс подготовки документа, как идет процесс согласования этого документа международно-правовыми организациями. Я тогда просил, убеждал, и сегодня еще раз убеждаюсь, что если мы всегда будем в единстве, будет у нас сплоченность, целеустремленность, наша целенаправленность, мы добьемся своего намеченного. Мир признал нас, что мы тоже народ. Парламент принял закон об особом правовом статусе. Я тогда еще Петра Кирилловича просил, вот мы месяц назад с ним встречались здесь в Камрате, когда мы отмечали 30-летие начала деятельности законодательного органа Народного собрания Гагаузии и Гагаузии. Я тогда говорил: Петр Кириллович, я вспоминаю, вы многое сделали, вы многое нам оказали, но постановление о введении действия закона по сегодняшний день не выполняется. Вот отсюда все исходит. Законодательство страны не приведено в соответствие с нашим законом. Ведь в статье 12 нашего закона четко прописано: Гагаузия участвует в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова. Каким образом? Если мы пропорционально не представлены ни в одной ветви власти, ни в одном органе нас пропорционально нету. Только сейчас, когда мы создали свою партию, всем стало понятно, что гагаузы наконец-то осознали, что они хозяева своей судьбы, что они хозяева в своем доме. Мы сегодня убедились, как власти Республики Молдова нас любят. Я всегда говорил, сегодня подчеркиваю, не надо в любви объясняться. Есть закон об особом правовом статусе, который мир признал, мы должны руководствоваться всеми положениями. Мы должны строить свою работу с центральным органом власти в соответствии с этим законом. Есть Конституция страны. Статья 41 четко регламентирует, что граждане Республики Молдова имеют право на объединение, создание своей политической партии. Мы руководствуемся Конституцией, руководствуемся своим законом, руководствуемся буквально нашим конституционным уложением. Мы все по закону сделали. Но мы сегодня видим, что с нами не считаются. И только потому, что мы сами виноваты. Я всегда говорил, сегодня подчеркиваю, мы не научились за 30 лет избирать своих достойных людей во властной структуре. Посмотрите в зале, сколько здесь есть сегодня депутатов Народного собрания, кроме председателя нашего. Сколько есть членов исполкома, сколько есть примаров, сколько есть председателей местных органов, местных советов, сколько есть советников. Так давайте с этого начнем. Кто мы? Чего мы хотим? Куда мы идем? С кем мы идем? Поэтому то, что было сказано Николаем Харламовичем, я помню, я уже 37 лет этой борьбе. Но сам факт, что мы доверяли свою судьбу всем политическим партиям Республики Молдова, Национальной аграрной партии, партии коммунистов, партии социалистов, я всегда руководителям этих партий говорил: вы же опять нас будете обманывать. Я вот Николай Харламович говорил, что был договор с коммунистами. Я его сохраняю. Подписи 25 депутатов Народного собрания. Подпись Воронина, его печать. Он тогда клялся: дорогие друзья гагаузы, если вы поддержите нашу партию, я вам обещаю,
что Гагаузия будет пропорционально интегрирована во все ветви власти. То есть Гагаузия будет активно участвовать во всех делах Республики Молдова. Здесь 10 пунктов. Ни один пункт не выполнен. Так сколько можно доверяться? Кому доверять? Кроме себе. Я поэтому сегодня обращаюсь ко всем вам. В вашем лице. Всему народу Гагаузии. Даже если мы будем вести с ними диалог, будем вести с ними переговоры, я сомневаюсь. Кроме нас, самих, нас никто никогда не будет защищать. Ни в одной политической партии я за 30 лет убедился. Ни одно слово в их программах нету слова «Гагауз». Ни одного слова нету о гагаузской автономии. Так чего мы добиваемся тогда, скажите, пожалуйста? Только мы сами, когда станем едины, сплоченны, здесь еще раз заявим громко, что мы будем добиваться, что все положения закона об особом правовом статусе были реализованы. Ведь статья 25 регламентирует, что Республика Молдова является гарантом полной безусловной реализации данного закона. Так где вы, дорогие друзья, властители Республики Молдова? 30 лет нас турили, 30 лет нас обманывали. Сколько можно доверять и доверяться? Я вас уверяю, когда мы будем едины, мы будем сильные, с нами будут читаться, тогда нас будут уважать, тогда с нами будут делиться. Иначе, я вас уверяю, но здесь самое главное, я всегда говорил, прошу, пока мы не научимся своих достойных людей, порядочных, преданных, настоящих патриотов, профессионалов, избирать нужные органы власти, начиная от Башкана, Народное собрание, местные органы власти, а потом формирование исполнительных органов и так далее. Если этого мы сами не сделаем, за нас никто не делает. Мы убедились, и поэтому над нами издеваются, что нас разделили по кулачкам, с нами не считаются, закон не выполняется. А что дальше? Вот сегодня было сказано председателем нашей партии, что когда шла реформа исполнительной власти Республики Молдова, был тогда президентом Игорь Додон. И он был премьером. А наша Башканша была членом правительства. Почему тогда она, когда утверждали концепцию о проведении реформы, не встала в правительстве, не обратилась? Уважаемый премьер-министр, уважаемые коллеги-министры, вот закон об особом правовом статусе, здесь все права полномочия нашего народа. Вот когда формируются вот эти 3 центра, должен быть 4-й центр. Север, Кишинев, Гагаузия, а потом Кабул. Кто ей мешал? Кто ей не дал буквально оставить? Ты же член правительства. А это не было выгодно. Поэтому я вас прошу, пока мы не научимся своих достойных, порядочных людей избирать, у нас никогда ничего не будет. Поэтому сегодня наши все полномочия где? В Кабуле. Так скажите, пожалуйста, тогда ради чего мы боролись? Поэтому я вас прошу еще раз сегодня. Время отведено мне мало, но я обращаюсь. От нас зависит. От каждого из нас. У каждой своя семья, есть свои близкие, родственники, соседи и так далее. Тогда это со всеми будем говорить чистоту, правду, показывать, что мы хотим одного. Стать полноценными, полноправными хозяевами своей судьбы. Мы должны подготовить молодое поколение. Мы должны передавать эстафету им надежные руки, чтобы они управляли нашими процессами. Тогда дела пойдут нормально. Спасибо. Дорогие друзья, перед тем, как принять резолюцию, слово предоставляется Николаю Харлампьевичу. Уважаемые друзья, ну наверняка вы заметили, что у нас сегодня выступало очень много молодых ребят. Ну, не зря мы об этом говорим уже несколько месяцев, что мы начали подготовку нового поколения политиков Гагаузии. Да, очень мало времени прошло, но мы эту работу ведем. Пройдет еще чуть-чуть времени, и вы увидите, что наши ряды наполнятся молодежью, очень много молодежи. Те молодежи, как сказал наш председатель, которые хотят работать здесь, но хотят, чтобы мы создали им условия. Поэтому мы на правильном пути. Дорогие друзья,
У нас создана группа, поэтому я хочу обратиться к представителям населенных пунктов. Мы каждые 2 недели проводим обучение, проходят у нас курсы обучения тех группы молодежи, которые в дальнейшем готовятся баллотироваться в депутаты Народного собрания, примары, советники. Подключайтесь, пожалуйста, возьмите у председателя молодежной организации Николая телефон, подключайтесь, и мы будем с вами работать для того, чтобы подготовить новое поколение. Ну а теперь, дорогие друзья, ну что, пришло время сделать выводы. Я, выступая, сказал, что я хочу, чтобы все выступили, и в конце, чтобы принять общее решение. Я прошу вас доверить нам, руководству партии, молодое руководство у нас, чтобы мы могли встречаться со всеми партиями, кроме тех, которых мы обозначили, для того, чтобы найти партнера-союзника, которого мы поддержим. И снова же обращаюсь к вам, и мы будем звонить всем руководителям первичной организации и нашим друзьям, которые живут за границей, что не принимать решение, кого поддержать, без того, пока мы не договоримся. Когда мы договоримся и мы предложим те условия, которые сегодня мы обозначили, и примется решение, только тогда мы поставим известность, чтобы наши сторонники поддержали нас и поддержали ту партию, которая пойдет в союз с нами. Поэтому я сегодня хочу поставить на голосование 2 вопроса. Первое. Дать доверие руководству Гагаузской народной партии, чтобы начать переговоры. И второе. Не идти на эти выборы, бойкотировать эти выборы. Начинаем с первого. Кто за то, чтобы вести переговоры, для того, чтобы найти партнера, которого поддержать, и шаг за шагом усиливать команду. Что вы понимаете, что сегодня идут парламентские выборы, нам нужны депутаты парламента. Завтра будут выборы Народного собрания, в команде нужны депутаты Народного собрания. Примарские нужны примары, советники. Только когда у нас будут представители во всех сферах, тогда команда будет настоящей, крепкой. Поэтому я верю, что придет время, когда в этом зале будут и депутаты парламента, и Народного собрания, и примары, и советники, и руководство Гагаузии. К этому нужно идти и верить в будущее. Я прошу проголосовали. Кто за то, чтобы дать доверие Гагаузской народной партии? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо большое. Для того, чтобы зачитать резолюцию, приглашается генеральный секретарь Темпус Николай Петрович. Дорогие друзья, я один пример вам приведу перед тем, как огласить проект резолюции. Вспоминаю 1993 год. Проект закона об особом правовом статусе был полностью завершен. Выработан, согласован на всех уровнях. Получили экспертизы, но парламент не выносит его на рассмотрение. Как быть? Председатель Верховного Совета Михаил Васильевич Кенелян долгое время был в госпитале в Тирасполе, я замещал. С Иваном Михайловичем решили, президентом нашим. Внес я предложение, собрали совместное заседание Президиума и правительства Гагаузской Республики о проведении во всех населенных пунктах сход граждан. Одной темой. Поделиться, посоветоваться с народом. Идем ли мы на парламентские выборы Республики Молдова или нет? А парламентские выборы были назначены на 27 февраля 1994 года. Поверьте, мы 3 месяца, ноябрь, декабрь, 93 январь, 94 во всех селах провели массовые исходы граждан. Люди однозначно сказали, пока парламент не принимает этот закон, мы на выборах не участвуем. Закончили эти мероприятия, составили эти протоколы. Я еду буквально с неба к президенту. Он меня спрашивает: Николай, а что теперь это будем делать? Я говорю, меня спрашивать не надо. Мы вам организуем зал полный будет, актив Гагаузской Республики. Вы перед ними будете выступать, вы им будете объяснять, что дальше будем делать. И так и было. Так и было 11 февраля, он приехал. В этом зале, зал переполненный, мы поставили громкие на улице. И он 3 часа с 12 до 3 здесь держал ответ перед народом. И он клялся, если вы поддерживаете нашу партию, я вам обещаю, что первым же вопросом будет о статусе гагаузского народа.
Вот как надо добиваться. Только в единстве, поверьте мне. Тогда считаются, тогда уважают. Спасибо. Резолюция Общего собрания руководства Гагаузской народной партии, руководства первичных организаций и структурных подразделений партии. Мы, участники Общего собрания, выражаем свою озабоченность и обеспокоенность тем фактом, что центральные органы власти Республики Молдова в течение 5 месяцев со дня регистрации Гагаузской народной партии преднамеренно и целенаправленно заблокировали своевременного открытия расчетного счета в банках страны с целью недопущения Гагаузской народной партии к участию на выборах в парламент Республики Молдова, которые состоятся 28 сентября 2025 года. Уже на стадии подготовки к выборам Гагаузская народная партия столкнулась с серьезной бюрократической блокадой. Мы подошли к финальной дате регистрации партии в ЦИКе Республики Молдова без расчетного счета в банках страны. Это было ударом нашей партии. Партия обращалась в разные банки Республики Молдова, но либо получали формальные отказы, либо не получали ответа во всех. Расчетный счет был открыт в банке МАИК спустя 4 дней после завершения регистрации партии Центральной избирательной комиссии на право участия в предстоящих выборах в парламент Республики Молдова. Таким образом, Гагаузская народная партия не была допущена к выборам в парламент Республики Молдова. И это стало подтверждением, что центральные органы власти страны просто не доверяют Гагаузии. Наш бурный старт, активная работа среди населения, поддержка диаспоры из-за рубежа, все это, вероятно, напугало политические силы страны, что Гагаузская народная партия могла стать сюрпризом на предстоящих парламентских выборах. Гагаузская народная партия стала неудобной силой для многих в Республике Молдова. И дело не только в конкуренции, а в недоверии к самой Гагаузии, которая является составной частью Республики Молдова. Теперь становится все очевидно. Почему не выполняется статья 25 Закона об особом правом статусе Гагаузии, которая регламентирует, что Республика Молдова является гарантом полной и безусловной реализации данного закона, а также положение статьи 12 настоящего закона, в которой предписано, что Гагаузия участвует в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова в интересах самой Гагаузии. В связи с этим, осознавая угрозу ликвидации государственности гагаузского народа в форме гагаузской автономии в составе Республики Молдова, мы, участники собрания, принимаем настоящую резолюцию. Первое. Осудить произвол, беззаконие, неуважение к народу Гагаузии со стороны центральных органов власти Республики Молдова. Второе. Поручить Национальному совету Гагаузской народной партии и первичным организациям партии вести широкую разъяснительную работу среди населения о сложившейся ситуации в Гагаузии после того, как Гагаузская народная партия не была допущена к участию в предстоящих парламентских выборах. Третье. Предоставить полномочия председателю Гагаузской народной партии на проведение переговоров с зарегистрированными партиями Республики Молдова, имеющими право на участие в предстоящих парламентских выборах в интересах народа Гагаузии. По итогам переговоров обсудить договоренность в Национальном совете Гагаузской народной партии и официально заявить о позиции Гагаузской народной партии к предстоящим выборам в парламент Республики Молдова и готовность той или иной партии в своей деятельности, будучи в парламенте Республики Молдова, уважение и готовность защищать права и полномочия Гагаузии, заложенные в законе об особом правом статусе Гагаузии. Четвертое. Обратиться к избирателям Гагаузии с уважительной просьбой. Пора прекратить обслуживать политические партии Республики Молдова, которые в своих программных намерениях не предусматривают защищать права и интересы народа Гагаузии, предусмотренные в законе об особом правом статусе Гагаузии и уложении основного закона нашей автономии. Есть предложение принять. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять резолюцию, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Спасибо. Пожалуйста, Николай Иванович. Уважаемые друзья, большое спасибо. На этом наше собрание заканчивается. Следующее у нас будет не собрание, а съезд в сентябре месяце. До этого мы обязательно проведем переговоры. Я думаю, что до этого времени мы определим уже, какую партию поддержим и поставим вас в известность. Большое спасибо.